Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Поток расскажет о вашем будущем. Я буду делать запрос в поток, и все, что увижу, получу, узнаю, вам передам. Это главные, важные, либо судьбоносные аспекты вашего будущего. Если тема интересна, присоединяйтесь и давайте вместе посмотрим. Так, сейчас зажгу свечу желания. Кто в первый раз на моем канале, пожалуйста, загадайте свою мечту, свое желание. Кто смотрит меня постоянно, повторите свою мечту, свое желание. И свечечка почистит негатив, блоки и привлечет исполнение желаний, мечты в вашу жизнь. Так, убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, поток о вашем будущем. Но здесь момент борьбы выходит. Борьба. Что интересно, вот вы, и у вас такой огромный меч. У вашего противника маленький такой, видите, ножичек, как перочинный. Вот. Но вы почему-то в себе либо не уверены, либо у вас какая-то ложная информация. Мои хорошие, кто сейчас в состоянии борьбы? Будь то соперничество, будь то какая-то вражда, будь то какие-то стычки, схватки. Вы гораздо сильнее. За вами мощь. Да? Вы способны победить не одного, а нескольких противников. Причем сразу, одним вот махом. Но как-то то ли стесняетесь, то ли побаиваетесь. Ваш противник, он понимает, что вы сильнее. И противник против вас играет какими-то, пользуется какими-то нечестными методиками, действиями. Но опять же, сила у вас. И победа будет за вами. Чем быстрее вы предпримете какие-то решительные действия, либо не будете бояться, тем быстрее будет победа. То есть это дело времени. Вам по судьбе победить всех своих врагов, всех своих конкурентов, недоброжелателей, соперников, соперниц, и прочих нехороших личностей. Смотрите, после победы у вас откроется, смотрите, какой шикарный, чистый, широкий новый путь. Да? Хотите перемен, хотите новой жизни, так действуйте, действуйте. Не сомневайтесь в себе, махните этим мечом, и путь перед вами откроется. Ведь именно этот человечек, кто сейчас с вами в конфронтации находится, мешает вам получить ваше по жизни, по судьбе, то, что вам предначертано. Предначертан широкий путь. Путь желания, путь мечты, путь исполнения. Действуйте, ничего, никого не бойтесь. Победа 100% за вами. Так, в будущем у вас появится новый друг. Друг, подруга, такое, знаете, доверенное лицо. Человечек похож на птичку. Птичка, разговорчивый человек, либо у человека есть талант к пению. Может быть, голос какой-то необычный. Человечек очень шебурной. Вот вы человек спокойный. Спокойный человек, который четко знает, что надо, как надо. Вы сначала подумаете, а потом вы будете делать. А вот ваш друг наоборот. Сразу несколько дел. И там успевает, и здесь успевает. Все про всех знает. Такой, знаете, как компьютер на ножках. Очень много у него всяких функций, возможностей и умений. Этот человек всегда вас будет удивлять, поражать и веселить. Очень весело будет с этим человеком. Прям такой вот душевный друг, душевный товарищ.
Кто-то даже с этим человеком со временем, либо во время знакомства, да, вот сойдется, например, по каким-то деловым аспектам. Да? Может быть, сотрудничать вместе будете, может быть, коллегами будете. Ну, прям душа человек. Вы так будете рады, что у вас такой замечательный друг, и этот человек вас тоже будет очень-очень сильно любить. Вот по первому зову, при первой необходимости, там, не знаю, днем, утром, ночью, в град, в снег, гололед, всегда будет рядом с вами. Просто шикарно. Тьфу-тьфу-тьфу. Знаете, многие люди просто мечтают хотя бы просто иметь друга, с кем можно пообщаться, а у вас прям дружище идет, как сестричка, братишка. Вот кто к вам идет. Очень веселый человек. Так, еще. Здесь у меня женщина с тяжелой ношей, с тяжелой долей. Либо женщине как-то очень тяжело в жизни пришлось. Вот все сама, все на себе. Никто не помогал, никого не было рядом. Только вот как обижали люди. Постоянно обижали, делали вам больно, плохо. Даже какие-то вот прям несправедливые вещи, моменты вы пережили. Но кто себя узнал, мои хорошие, вас ждет большая награда. Просто невероятная награда. Очень резко поменяется ваша жизнь. Вы вот эту гирю, да, груз себя скинете. И на место этой гири у вас идет как лавровый веночек. Такой, знаете, вот венок победителя. Такое, знаете, что-то очень красивое, очень милое. И то, что по праву ваше. За то, что настрадались, за то, что намучились, за то, что все на себе. Я не могу сказать, что конкретно произойдет, к сожалению. Возможно, много девчонок себя узнали. Это тоже вот как болька. Даже вот я как медиум ощущаю эту боль и ваши воспоминания. Но, девочки, все это было не зря. И все это не было напрасно. Вам счастливой быть. Счастливой, довольной. Знаете, жить свое удовольствие. Тяжести нет. И вот оно удовольствие. Хорошая ваша жизнь ждет, долгая, счастливая, добрая. Вот. И, кстати, да, будет человек, который, ну, скажем так, я не могу сказать, что прям все на себя возьмет, нет, будет, скорее всего, вам усиленно помогать и оберегать. Оберегать от волнений, от переживаний, от каких-то сложностей в жизни. Такой вот прям добрый ангел-хранитель, да, назовем его так, но это человек. Так, еще здесь у меня ошибочное решение, ошибочный путь. Какая-то ошибка вами допущенная в прошлом, и вы об этом жалеете, сожалеете. Может быть, что-то вы сделали не так, либо наоборот, вы чего-то не сделали, теперь вы сидите и себя в этом обвиняете. Выдыхайте, прекращайте этим заниматься и послушайте, что я вам скажу. У вас эта ситуация идет на второй цикл, а у кого-то даже и на третий. То есть то, что вы упустили в прошлом, либо сделали неправильно, у вас будет возможность либо исправить, либо еще раз попробовать. То есть цикл повторится. И причем он повторится где-то вот, ну, совсем уже рядом, да, где-то вот через месяц-два. Возможность прям настигнет вас. И вы не теряйтесь, будьте посмелее, не бойтесь, исправляйте, либо хватайте этот шанс, эту возможность. Цикл повторяется для вас. Так что не надо убиваться, не надо здесь страдать, все это можно сделать, исправить, либо схватить, притянуть в свою жизнь. Ну, у каждого своя ситуация. Так, еще. Здесь какой-то мужчина очень сильно страдает. Не могу сказать, что прям по вашей вине, но из-за вас это точно. Человек, который с вами очень плохо поступил, сделал больно, предал, обманул, ну, разбил ваше сердце, да, наплевал в душу. Такой, знаете, обманщик, перебежчик, не знаю, аферист, изменщик. Ну, я думаю, вы знаете, как его назвать. Этому человеку сейчас очень-очень плохо. Ему прилетел бумеранг за вас, за то, что он вас обидел.
Этот человек ищет дорогу к вам. Вот он четко понимает, что все то плохое, что с ним случилось, да, та катастрофа, которая в жизни у него произошла, это ему в наказание за то, что он сделал вам. У человека только одна мысль — вернуться к вам для того, чтобы либо искупить, да, искупить свою вину, там, на коленях вымолить прощение, либо еще раз выпросить, вымолить у вас шанс на то, чтобы любить вас, баловать вас и как быть к вашим услугам. Девочки, кто вас обидел, я понимаю, что для кого-то это неприятная новость, но тем не менее, имейте в виду, человек будет делать попытки вернуться, чтобы попросить прощения, либо восстановить ваши отношения. Так, еще. Закрытая дверь для вас откроется. Был какой-то момент закрытой двери. Вы туда и стучали, и писали, и под этой дверью сидели, и даже какие-то, может быть, не совсем, кто-то из вас какие-то не совсем легальные действия предпринимал, чтобы эта дверь для вас открылась. Результат всегда был один и тот же. Ни ответа, ни привета, просто стена, тишина, да, и огромный замок. Смотрите, дверь сама по себе для вас открывается. Вот то, чего вы больше всего хотели, либо то, к чему вы больше всего стремились, теперь без всяких усилий для вас будет доступно. Такое впечатление, что вы выстрадали этот момент, либо время ваше пришло для того, чтобы исполнить вот это свое желание, свою мечту. То есть открывается для вас. Так. Девочки, у кого есть сын, дочь, да, смотрите, у вас была какая-то мечта по жизни, но вам не получилось это реализовать, да, вот не вышло у вас. Разные могли быть причины, мы не будем ковырять. Смотрите, ваш ребенок реализует вашу мечту, ваш ребенок. Причем, ваша какая-то помощь нужна, либо какие-то ваши подсказки. Не пытайтесь заставить ребенка прожить вашу жизнь. Пусть он идет своим путем. Да. Но вот то, чего вы хотели для себя, сейчас будет доступно для вашего ребенка. Не переусердствуйте, скажем так. Да? Пусть все идет, как идет. Так, здесь у вас такая пчелка мощная нарисовалась. Очень мощная. Но пчелки — это работа. Работа — это собирать чего? Нектар, да? Пчелки собирают нектар, да? Это собирать урожай, это получать прибыль. Смотрите, кому-то идет возможность при условии, что вы будете работать как пчелка, заработать очень много, да? Либо очень конкретно в лучшую сторону поправить свое материальное положение. Работа пчелки. Причем вы начинаете как пчелка, а потом переходите в положение пчеловода. Да? Очень похоже на какой-то сетевой маркетинг, да, когда там эти пирамиды, или как они там называются, выстраиваются. Но я думаю, что это другая история. Почему в правой стороне вышла и какой-то быстрый переход от пчелки, которая много работает, в состояние пчеловода. Может быть, вы разработаете какую-то гениальную бизнес-идею, да, какой-то бизнес-проект. Потом, значит, вы будете это все ширить, да, и будут создаваться эти соты, связи, и потом уже все это будет работать для вас на вас. Либо вы станете войдете, да, в состав какого-то улья, покажете себя прям супер-бупер пчелкой, которая прям без устали наматывает километраж и приносит просто вау-результат. И вас повысят до уровня пчеловода. Да? Такая карьера у вас, причем быстрая какая-то идет, да? Прям короткие сроки. Так, не ленитесь, работы не бойтесь и не бойтесь показывать себя, свой потенциал. Здесь все это будет увидено, отмечено и, конечно же, результативно. Так. Здесь к вам что-то придет. Поступит, вы получите документ. Кто у меня судится? Суды.
да, справедливые суды, вы получите документ, который вам по закону что-то будет отдавать, передавать, то есть в вашу пользу будет идти. У кого-то отыграется, что это, возможно, как, ну, как завещание, да, завещание, тоже документ, который передает. Смотрите, прям для вас такой неожиданный момент будет. Почему вы либо не ждете никаких завещаний, то есть ну, в голове даже никого нет, да, кто бы мог оставить, либо суд, вам кажется, что он безнадежный, проигрышный, а видите, как все повернется. Вы счастливый обладатель документа, который гарантирует для вас получение каких-то благ, да, благ материального характера. Вот прекрасный момент. Так, здесь у меня человек, какой-то необычный человек, может быть иностранец, либо человек с какими-то необычными интересами, либо относительно вас в каком-то статусе находится, да, то есть между вами какой-то прям разрыв. Здесь идет такое знакомство, встречание, романтика, но несмотря на то, что есть чувство, интерес и влечение друг к другу, да, постоянно эти вопросы. Ну, по крайней мере, у женщин они будут постоянно в голове возникать. Но мужчину мне не показали насчет этого, да, он как-то, наверное, более спокойно относится. Либо он будет четко уверен, что вот она моя женщина, и все, больше никого не надо. Девочки, не морочите себе голову. Вот серьезно. Вас с этим человеком вот специально долгие годы выводили на одни и те же дороги, чтобы вы наконец-таки смогли встретиться и быть вместе. Поэтому, как там говорят, глаза боятся, руки делают, да? Давайте шанс и себе, и этому мужчине на счастье. Вот, давайте этот шанс. Ведь если вы сойдетесь, для вас откроется какой-то невероятный мир и какой-то новый уровень, ну, не знаю, в жизни, в достатке, в интересах, да? То есть этот мужчинка способен, ну, как разукрасить всю вашу жизнь. Разукрасить, действительно. То есть он либо денежный, либо он денежным станет. Но у него вообще интересный образ жизни. Вот он туда вас заберет, привлечет. И вы будете очень довольны. Прям довольны. Жизнь очень яркая и насыщенная у вас идет. Если у вас есть дети, то он и детям вашим может подарить прекрасное будущее. Да? Ну, вернее, подарит, да, если вы сойдетесь. Поэтому имейте в виду. Да, вы имеете право на сомнения, на вопросы, но отказывать себе в личном счастье, в новой жизни, ну, это нехорошо, нехорошо. Если есть вопросы, задавайте их мужчине. Все это проговаривайте, разговаривайте. Да, все же можно проговорить. Есть какие-то переживания, но поезжайте туда к нему, посмотрите, как он живет. В крайнем случае, есть же всякие там брачные эти как договоры, да, которые можно заключить. Ну, если вы боитесь, переживаете, вот так ему и скажите. Я боюсь, я переживаю, ну, имею право. Мужчина вполне адекватный и, наверное, только рад будет этому, да. Ему главное, чтобы вы были рядом. Вот. Так что ситуация должна быть под вашим контролем. Меньше страхов, больше действий. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.